Доброе утро! Всем легкого пробуждения и хорошего настроения. На календаре вторник, 22 декабря. В студии Татьяна Самсонова. С 1 февраля следующего года некоторые чебоксарские троллейбусы планируют пустить по новым маршрутам. Об этом сообщили на совещании в городской администрации. Напомню, с 5 ноября по 7 декабря на портале «Открытый город» проходило голосование по изменениям схем движения троллейбусов. В онлайн-формате свое мнение высказали более 21 тысячи человек. Из 5 предложенных изменений маршрутов утвердили только 3. Так, троллейбус номер 14 будет доезжать до микрорайона Солнечный. Конечной остановкой 20-го станет завод имени Чапаева. А в микрорайоне Новый город этот троллейбус будет курсировать по направлению против часовой стрелки. Особое внимание горожане обратили на объединение 5 и 11 маршрутов. Для этого на улицах города был дополнительно организован опрос. В результате большинство респондентов высказались за нововведение, ведь это даст возможность соединить транспортным сообщением юго-западный и новоюжный районы. А вот маршруты номер 3, 6 и 8 будут и дальше ездить без изменений. Инициативные группы вышли в администрацию города с предложениями по изменению 5 маршрутов. После голосования, общения с горожанами, исследования мы приняли решение внести изменения по 3 маршрутам. Мы не можем стоять на месте, и корректировки маршрутной сети неизбежны. К этому нужно нормально относиться. Город растет, строятся новые жилые микрорайоны, открываются производственные площадки. Где-то наоборот сокращается количество рабочих мест предприятий в силу разных причин. Но поэтому меняется и пассажиропоток, регулировать который мы должны и обязаны. Старое здание Дома правительства планируют реконструировать. Решить, что делать с этим строением, предложили жителям Чувашии. Народный опрос проходит в официальной группе «Чувашская республика» ВКонтакте. Пользователи могут выбрать, во что, по их мнению, стоит преобразовать старый дом правительства. В один из учебных корпусов ЧУВГУ, в школу, банк или административное здание. Можно также предложить свой вариант. Пока большая часть опрошенных проголосовала за учебный корпус. Напомню, старый дом правительства построили 80 лет назад. Сейчас он является памятником истории и культуры федерального значения, а также объектом культурного наследия. В Чувашии в этом году более чем на 20% увеличилась доля представителей старшего поколения, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Об этом на еженедельном совещании у главы республики сообщил министр физкультуры и спорта Чувашии Василий Петров. В августе этого года Олег Николаев подписал указ, который предусматривает организацию бесплатных занятий спортом для представителей старшего поколения. Благодаря этому количество активных пенсионеров значительно увеличилось. Министр также предположил, что в этом году наша республика может войти в 5 регионов Приволжья по количеству систематически занимающихся физкультурой и спортом. Чувашская красавица. За этот титул боролись 23 претендентки из Чувашии и Тюменской области. Из-за пандемии коронавируса конкурс проходил в интернете, в группе ВКонтакте «Чувашский национальный конгресс». Там можно было проголосовать за любимых участниц, оценить талант, национальные костюмы и умение красиво себя подать. Однако окончательное решение принимали члены жюри. Среди них народная артистка Чувашии Августа Уляндина, президент Союза артистов чувашской эстрады Алина Федорова, чувашская красавица 2019 Татьяна Матросова. Из 23 участниц выбрали одну победительницу. Ей стала Анна Белиева из Канашского района. Девушке досталась корона Тухья и титул «Чувашская красавица 2020». Таковы вести к этому часу. Одевайтесь по погоде и берегите здоровье. До встречи в эфире.